Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Андрэй Шыдлоўскі. Глядзіце ў гэтым выпуску. Меркаванне экспертаў: беларускі аўтобус мог атакаваць амерыканскі беспілотнік. У зоне рызыкі пажылыя людзі. У рэгіёне ўзрасла колькасць пажараў у жылым сектары. Патрыятызм, творчасць і спорт. На Гомельшчыне пройдзе маладзёжны тыдзень. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Расследаванне нападу дрона ў Бранскай вобласці працягваецца. На месцы атакі следчыя агледзелі пашкоджаны грамадзянскі аўтобус, выяўленыя абломкі беспілотніка і элементы яго баявой часткі. Дэталі пакуль не дэманструюць публічна, аднак ваенныя эксперты ўжо вывучылі даступныя кадры з сеткі. На іх думку, атака магла быць здзейснена дронам амерыканскай вытворчасці. Гаворка ідзе пра беспілотнік самалётнага тыпу «Хорнет», вядомага як бясшумны забойца са штучным інтэлектам. Такія апараты УСУ актыўна выкарыстоўваюць па ўсю лінію фронту, у тым ліку і па лагістычным шляхам, дзе перасоўваецца мірны транспарт. Супраць «Хорнет» не дзейнічаюць звычайныя радыэлектронныя сродкі. Дрон баражыруе на малай вышыні і скануе ландшафт. Часта яны атакуюць роем з 6-8 апаратаў. Адзін з вадзіцеляў атакаванага аўтобуса пацвердзіў, на месцы атаки находился не один беспилотник. Изначально, когда «Хорнет» появился, вообще дальность этого дрона составляла порядка 70-80 километров. Но ввиду его развития, ввиду того, что на него стали ставить терминалы Starlink, нынешняя актуальная дальность этих дронов от точки запуска, условно, там, до точки поражения, это порядка 150-145 километров. Поэтому заявление украинской стороны о том, что на дистанции там 50-60 километров от ЛБС они не могли чем-то нас поразить, но они как минимум выглядят просто очень смешны. Потому что если мы возьмем всю линию боевого соприкосновения, которая сейчас страдает, и логистические маршруты в том числе, там, да, в районе Мариуполя и так далее, они страдают в том числе посредством этих дронов. Поэтому Брянск не является исключением. Аднак выклікае пытанне памер баявой часткі. Яна невялікая, да 5 кілаграмаў. Гэта можна вызначыць па характары пашкоджанняў на фота і відэа. Начыненая была дробнымі металічнымі дэталямі для большай паразы, але без смяротнага зыходу. Далей інфармацыя пра беларусаў, якія пацярпелі пад Бранскам. Іх стан стабільны, паведамляюць медыкі. Нагадаем, напярэдадні 5 дзяцей, перавезеных на спецтранспарце ў Беларусь, паступілі ў РНПЦ дзіцячай хірургіі ў Мінску. З іх 4 шпіталізаваны ў хірургічнае аддзяленне. Іх стан ацэньваецца як цяжкі, але кампенсаваны. Што тычыцца найбольш складанага пацыента, ён знаходзіцца ў аддзяленні анестэзіялогіі і рэанімацыі. Дарослы пацыент, трэнер дзіцячай футбольнай каманды, шпіталізаваны ў галоўны ваенны медыцынскі клінічны цэнтр нумар 432 Узброеных сіл Беларусі. Таксама стабільны. Яму зроблена аперацыя на кісці. Пацыента перавялі з рэанімацыі ў звычайнае аддзяленне, дзе не патрабуецца аператыўнае ўмяшанне. У Гомельскай вобласці прайшоў маштабны прэс-тур дзяржстандарту. Яго мэта — рух за ўдасканаленне якасці беларускіх тавараў. Першы пункт маршруту — Рагачоўскі МКК, флагман малочнай індустрыі краіны. Па выніках апошніх гадоў прадпрыемства адразу 2 дзяржаўныя знакі якасці. Высокую ўзнагароду атрымала варанае згушчанае малако і знакамітая белая класіка. Удзельнікам прэс-туру прапанавалі акунуцца ў атмасферу вытворчасці прадукту, знаёмага з дзяцінства. Галоўны прынцып — поўнасцю натуральны склад. Гэта дазваляе больш як 80% прадукцыі адпраўляць на экспарт. География поставок наличивая больше за 40 краин свету. Поставки, получается, в основном у нас Россия, на втором месте у нас Казахстан, но также мы делаем Азербайджан, Грузия, Америка. Но сейчас более на нас, вот, как я уже говорил, начинаем более тесно сотрудничать именно с Китаем. Все то же самое, только единственное, в чем разница, именно согласование этикеток и нанесение на короба на китайском языке. Это обязательное условие. Удзельнікам прэс-туру таксама прадэманстравалі новую лінію — сучасны палетайзер. Аўтамат сам фармуе палеты па 60 коробак, упаковывае каля 1800 банак і адпраўляе іх на абмотку. Перад адпраўкай кожную партыю правярае хімік. Спецыяліст кантралюе маркіроўку, дата матрыкс-коды і ўсю нанесеную інфармацыю.
Для любого любителя локальных продуктов сгущенка – это прям знак качества даже без каких-то регалий государственных. Но за последние десятилетия, когда многие энтузиасты занимаются продвижением своих продуктов, мы заметили, что белорусы стали гастрономическими патриотами. Все больше постов появляется, что везти из Беларуси, как правильно это везти из Беларуси. И я уверена, что наше производство подтягивается и делает все больше и больше классной, качественной продукции, которая соответствует современным взглядам потребителя. Арганізатары запросили медыасупольнасці на экскурсию по цехах Гомсельмаша. У прадпрыемства таксама ёсць знак якасці. Госці ўбачылі, як ствараюць легендарныя беларускія камбайны. Кадры маштабнай вытворчасці імгненна разляцеліся па сацыяльных сетках блогераў і сталі эфектным вынікам паездкі. Хатнія прысмакі, вясёлыя прыпеўкі і спартыўная эстафета. У Вецы адбыўся абласны этап сямейнага праекта «Уладар сяла». За званне лепшага спаборнічалі прадстаўнікі 18 раёнаў Гомельшчыны. Падрабязнасці далей у сюжэце. Вы сияете всегда. Сям'я Воўк на конкурсе прадстаўляе Мазыршчыну, аграгарадок Крынічная. Жонка Караліна працуе кладаўшчыком, муж Мікалай – монтажнік, а дачка Дамініка скончыла першы клас. Традыцыі сваёй сям'і і гісторыю некалькіх пакаленняў прадставілі на падворку, які ператварылі ў эдэмскі сад. Гасцям прапанавалі пачаставацца хатнімі ласункамі і паспаборнічаць у яблочным дарце. Мы любим на квадроцикле кататься. Нас ребенок очень любит, чтобы мы уделяли ей внимание. Мы играем с ней в разные игры. Есть одна курочка, которую Доминика у нас даже пасет, так скажем. Ну, огород небольшой, как бы качеля, гамак. Вот собираемся на ночевку поехать в ближайшее время. Очень тоже любим. Рок-кампазіцыю на чыгунках выканаў кіраўнік сям'і Раманьковых Александр. Працуе мужчына ў лельчыцкай ЦРБ урачом-анестэзіолагам-рэаніматолагам. Аднак і на творчасць знаходзіць час. На конкурсе разам з жонкой Аленой, дачкой Софией и сыном Романом. По жизни мы врачи, работаем в Лельчинской центральной районной больнице, спасаем население Лельчинского района, стараемся помочь нашему Полесскому краю. Пока в город никуда не торопимся, нам очень все нравится. Жена мылом занимается периодически, с детьми стараемся проводить время, с родителями общаться. Ну, иногда ездить, путешествовать по Беларуси, что-нибудь интересное. Смачныя з пылу жару сапраўдныя беларускія дранікі. Свае навыкі прэтэндэнты на тытул «Уладар сяла» праявілі ў кулінарным батле «Жаночы рэцэпт сонца на калодзе». Менавіта тут на першы план выходзіць жанчына, якая павінна прадэманстраваць уменне філігранна націраць бульбу. Весь шарм драникам придает огонь. Должен быть с любовью, потому что даже разная хозяйка по-разному трет картошку. От этого очень многое зависит. Делали из своей картошки? Конечно, конечно. Выращено на собственном огороде. Лучок тоже, между прочим, все домашнее, все свое. Удзельнікі прадставілі журы свае творчыя здольнасці, спартыўныя і кулінарныя навыкі. Разыначка конкурсу гэтага года – выпечка хатняга хлеба па сямейным рэцэпце. Усяго на абласны этап конкурсу выйшлі 18 сямей. Спаборніцтва самых дружных, гаспадарчых і спартыўных праходзіць па ініцыятыве Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі амаль 2 десятигоддзі. Показать тем зрителям, которые сюда приходят, всей области, что такое семья настоящая, какая это сила. Когда они вместе, все прекрасно понимают и видят сегодня здесь, то им все по плечу. И бревно огромнейшее толстое перерубить, и приготовить на костре, безусловно, на свече у нас и дряники, и представить свою семью. Когда они вместе, действительно, это огромнейшая сила. И это говорит нам, что, безусловно, семья – это то самое сокровенное, самое дорогое, которое должно быть у каждого белоруса. Пераможцам абласнога этапу стала сям'я Воўк з Мазырскага района. Яна прадставіць нашу вобласць у фінале рэспубліканскага праекта, які адбудзецца 10 ліпеня у аграгарадку Александрэя Магілёўскай вобласці. Владислава Голобокіна, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель». У Гомельской области представлены 15 конфессий. Самая буйная – белорусская православная церква. Мясцовыя органы улады працуюць разом з рэлігійнымі суполкамі. Яны сумесна вырашаюць пытанні медыцыны, адукацыі і сацабароны. Такая інтэграцыя дапамагае захоўваць стабільнасць у грамадстве. Сёння новыя праекты супрацоўніцтва абмеркавалі ў Гомелі. На пачатку пасяджэння калегіі яе ўдзельнікі сустрэчы усклалі кветкі да брацкай магілы на алеі герою і ушанавалі памяць абаронцаў Гомеля. Савецкія воіны і падпольшчыкі аддалі свае жыцці за свабоду радзімы і мірную будучыню нашай краіны.
вот в этой сложной внешнеполитической ситуации Беларусь остается островком мира и согласия. Президент обратился ко всем руководителям конфессий: давайте вместе будем сохранять то, что создано нами. И сохранять это даже больше для будущих поколений, чтобы передать молодым, и чтобы они сохраняли страну, которую построили их деды и отцы. Асноўная дыскусія разгарнулася ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны. Па выніках сустрэчы бакі намецілі новыя сумесныя праекты. С пачатку года у Гомельской области зарегистровано больше за 700 пожаров. У іх выніку загинули 43 чалавекі. Для параўнання за аналагічны перыяд мінулага года здарэнняў было амаль на 1,5 менш. Наглядальные комиссии проводят профилактичные мероприемства для пожилых, шматдетных и маломобильных громадян. У домах усталёвывают пожарные повяршальники. При необходимости с допомогой дзяржпраграмы меняют газовые плиты. Нягледзячы на ўсе намаганні, статистика адмоўная. Основная причина трагедии по-ранейшаму – человечая бестурботность. Когда отправляют родители своих деток к своим родителям, пожилым родителям, также нужно не забывать о том, что не только ваши дети нуждаются во внимании и заботе, а также ваши пожилые родители. И необходимо особое внимание уделять пожарной безопасности. Это проверять электропроводку и наличие автономных пожарных извещателей тоже, чтобы обязательно было у ваших родителей. Очень часто это спасает жизнь. Праца наглядальных камісій накіравана на прадухіленне пажараў і захавання бяспекі грамадзян, але кожны павінен паклапаціцца пра стварэнне належных умоў ва ўласным доме. Школьнікі Гомельшчыны прымуць удзел у культурна-адукацыйным праекце «Цягнік памяці-2026». Маршрут стартуе 21 чэрвеня з Брэста і ахопіць гістарычныя месцы Беларусі і Расіі. Пасажыры-падлеткі з розных краін свету, пераможцы нацыянальных конкурсаў і адбораў. З дзяўчынай, якая праставіць Гомель, сустрэлася Алеся Федарцова. Легендой об мужности и стойкости стала у истории войны оборона Брестской крепости. Герои стояли до апошняга. Про подзвиги оборонцев Брестской крепости Ева Фалевич можа рассказывать не одну гадзіну. Старшакласница сама наведвала цитадель, а цяпер распавядае про яе на экскурсиях у музеі гімназіі. Дзяўчына актыўна удзельнічае ў патрыятычных конкурсах и, дзякуючы перамозе ў адным из іх, атрымала квіток на цягнік памяти. Мое эссе называется «Путь к победе». Затронула всю хронологию войны. От Брестской крепости, от криков героев «Мы не сдаемся» до операции «Багратион». В нашей Беларуси каждый третий человек умер и отдал свою жизнь за мир. И мы, как молодое поколение, должны это помнить и рассказывать. Ева сустракала цягнік памяці ў Гомелі ў мінулым годзе і марыла апынуцца сярод яго пасажыраў. Сёлета за гэтае права змагаліся амаль 12 000 беларускіх дзесяцікласнікаў. Падтрымка бацькоў, настаўнікаў і ўласныя намаганні дапамаглі мары здзейсніцца. Зараз дзяўчына збірае рэчы і сувеніры. Наперадзе двухтыднёвае падарожжа, поўнае адкрыццяў і новых сустрэч. Ожидание, конечно же, самое позитивное. Очень хочется побывать во многих городах вместе с участниками конкурса, подружиться. Будут участники с разных стран, можно узнать их культуру. Конечно же, очень хочется побывать на местах боевой славы, также посмотреть достопримечательности каждого из городов, которых мы посетим. Цягнік памяці – гэта доказ таго, наколькі глыбока сучаснае пакаленне здольнае адчуваць гісторыю. З 21 чэрвеня па 4 ліпеня школьнікаў чакае наведванне мемарыялаў, сустрэчы з ветэранамі, гісторыкамі і дзяржаўнымі дзеячамі. Сумесны беларуска-расійскі праект працягвае пашыраць межы. Сёлета ў шлях адправяцца удзельнікі з былых савецкіх рэспублік і краін антыгітлераўскай кааліцыі. Алеся Федарцова, Васіль Слепцоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». 7 дзён драйву, інтэлектуальных выклікаў і грандыёзных адкрыццяў. З 22 по 28 чэрвеня на Гомельшчыне пройдзе рэспубліканскі марафон моладзі і студэнцтва «Твой драйв, твой поспех, твоя краіна». Кожны дзень новая тэма – ад патрыятызму і навукі да творчасці і спорту. Першы дзень атрымаў назву «Код памяці». У праграме патрыятычныя акцыі, гістарычныя квесты і дыялогі пакаленняў. Аўторак прысвечаны навуцы. У блоку «Digital Vector» выставы стартапаў і майстар-класы па нейрасетках. Спартыўная серада атрымала назву «Рытм перамогі». Яго складуць народная зарадка і абласныя спаборніцтвы па веславанні.
Чацвер у фармаце «Твоя тэрыторыя». Час працы па добрапарадкаванні гарадоў. У пятніцу рэгіён накрые творчая хваля, стрит-арту и рок-марафонов. Мы стараемся всегда разнообразить программу марафона, разнообразить программу недели молодежи, потому что молодежь разная, у всех определенные запросы. По сравнению с прошлым годом программа, конечно, претерпела определенные изменения, но в целом концепция остается одна. Это как можно больше охватить нашей молодежи мероприятиями различного характера. Стоит сообщить, что традиционный международный фестиваль «Славянское единство», который у нас проходит ежегодно ко Дню молодежи и студенчества, в силу известных обстоятельств перенесен. О новой дате мы сообщим дополнительно. Выходные пройдуць пад кодам культуры. 27 чэрвеня дзень адкрытых дзвярэй на партызанскай крынічцы. Таксама ў планах экстрэмальны забег «Рысіная сцежка» і фестываль «Муз-драйв-фест». Фінальны акорд тыдня, святкавання Дня моладзі і студэнцтва. Маштабныя канцэрты пройдуць у кожным раёне, а галоўнае шоу разгорнецца на сцэне Гомельскага лядовага палаца з удзелам расійскай зоркі Марыі Краймбрэры. Канікулы з карысцю і ў цікавай кампаніі. У Гомелі прайшоў маштабны кібертурнір «Час пераможцаў». У барацьбе сышліся прадстаўнікі 19 каманд з усёй краіны ва ўзросце ад 14 до 17 гадоў. Сёлета каманды змагаліся ў папулярнай дысцыпліне Dota 2. Турнір праходзіў па алімпійскай сістэме на выбыванне. Сярод удзельнікаў падлеткі, з якімі праводзіцца індывідуальная прафілактычная работа. Кожны матч стаў тактычнай бітвай, якая згуртавала рабят. Получил приз, это бесплатные наушники беспроводные, я счастлив. Сам турнир для меня очень интересен. В доту я играю с 2021 года, на таком мероприятии я впервые. Для меня это очень интересный опыт. В принципе, может быть, это какой-то мой путь в дальнейшее развитие в мире киберспорта. Арганізатары адзначаюць, жадаючых прыняць удзел у спаборніцтвах было шмат. У фінал прайшлі наймацнейшыя. Каб перамагчы, камандам спатрэбілася не толькі слажаная праца і хуткая рэакцыя, але і пазітыўны настрой. Несовершеннолетние очень часто увлекаются компьютерными играми, поэтому такой вид мероприятия очень даже для них актуален. Это все-таки что-то для них свое. Здесь они выражаются, показывают свои эмоции, какое-то лидерство, знакомятся. Много кто уже разнакомился, им очень интересно. Мы видим однозначный рост вовлеченности. Долго ждали подобного мероприятия. Ребята, некоторые участники, призеры прошлогоднего турнира. В принципе, киберспорт в Беларуси и во всем мире развивается в геометрической прогрессии. И талант у нашей молодежи огромный. Упершыню турнір «Час пераможцаў» быў арганізаваны летась. Яго галоўная мэта застаецца нязменнай. Папулярызацыя лічбавай граматнасці, развіццё каманднага духу і карысная занятасць моладзі падчас летніх канікулаў. Аўтаматызаваная сістэма кантролю і ўліку электраэнергіі. Жлобінскае міжраённае аддзяленне філіал «Энергазбыт» РУБ «Гомельэнерга» рэалізуе праграму для павышэння эфектыўнасці абслугоўвання спажыўцоў. Гэтае сучаснае рашэнне дазваляе ў рэальным часе збіраць, апрацоўваць і перадаваць дадзеныя. Спрыяе павышэнню дакладнасці, разлікаў і зніжэнню затрат як для спажыўцоў, так і для энергазабеспячальных арганізацый. Падрабязнасці далей у сюжэце. Жлобинское межрайонное отделение филиал «Энергосбыт» РУБ «Гомельэнерго» сегодня насчитывает 154 сотрудника. Каждый специалист в своем деле. Командная работа – единый сплоченный механизм. Основные задачи нашего отделения – это обеспечение своевременной и полной реализации энергии, контроль за своевременным предъявлением платежных документов потребителям в соответствии с действующими тарифами в республике, недопущение увеличения коммерческих потерь энергии и принятие мер по их снижению, контроль за соблюдением договорных величин, а также проведение работы по пресечению и выявлению фактов хищения потребителями электрической и тепловой энергии. В отделении обслуживается более 97,5 тысяч потребителей электрической энергии и более 650 тепловой. Главная задача в работе с потребителями – создать максимально комфортные условия. Чтобы укрепить доверие и сделать сотрудничество с потребителями комфортными, мы активно внедряем цифровые технологии. Например, для удобства и прозрачности всех расчетов создаются личные кабинеты пользователей, что позволяет абонентам видеть всю информацию о расчетах и начислениях в максимально короткие сроки.
В год белорусской женщины доброжелательную атмосферу в коллективе, как и в работе с людьми, создают представительницы прекрасного пола. Одним из направлений деятельности инженера является рассмотрение обращений физических и юридических лиц, а также сообщений по фактам хищения электроэнергии и других нарушений правил электроснабжения. При посещении абонентов мы проводим не только обследование приборного учета на предмет хищения электроэнергии, но и выявляем признаки небезопасных условий проживания граждан в жилищном фонде, которые требуют безотлагательного принятия мер воздействия. Работники Жлобинского отделения также активно участвуют в многочисленных профилактических акциях по энергобезопасности. Вся наша служба, весь персонал проехался по средним школам, как района, так и города. Были вручены памятки, где было показано безопасное использование электроприборов в быту. Даже были календарики интересные, которые больше всего детям понравились. В Жлобинском межрайонном отделении сейчас реализуется программа «Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии». Она направлена на повышение точности расчетов и снижение затрат для потребителей. В рамках проводимой автоматизации появилась возможность передачи старого электросчетчика, который не интегрируется в данную систему, на баланс филиала «Энергосбыт», что несет в себе ряд преимуществ. Все расходы на восстановление работоспособности электросчетчика, ремонт, государственную поверку, восстановление, проверку работоспособности, плановую замену средств расчетного учета ложатся на энергоснабжающую организацию, а также все транспортные расходы на оказание вышеперечисленных услуг. Повышение надежности учета происходит, возможность более эффективного контроля за потреблением энергии. Для безвозмездной передачи электросчетчика, а также за любой другой необходимой информацией обращайтесь в Жлобинское межрайонное отделение, филиал «Энергосбыт», РУП «Гомель-Энерго». Вероника Ворошилина, Александр Швыдаков, телерадиокомпания «Гомель» из Жлобина. Сустракайте новую коллекцию плюшевых монстров у крамах Еўраопт и Хит. Стартовала акция «Сябры с характером». Покупников чакае больше за 20 уникальных персонажей бирулек с уласным настроем и эмоциями. А яшчэ розыгрыш 70 крутых гаджетов от навушников до смартфонов. Подробности у сюжете. Цепляй настроение, лови призы. В магазинах Европ и Хит появились друзья с характером. Новая коллекция из 21 плюшевого брелока с разными характерами и эмоциями. Детям новые герои помогут лучше понять свои чувства, а родителям поговорить с детьми о том, что их волнует, и стать еще ближе. Совсем недавно узнали, ребенок приехал, купили, сейчас будем смотреть. Ой, какая прелесть. Нашему внуку все интересно. Он собрал все коллекции, которые здесь продавались. У меня 3 детей, уже есть и взрослые. Начинали с бонстиков, наверное, все их помнят. И постепенно перешли к другим. Вот сейчас новая какая-то акция, мы еще не знаем, но уже дети посматривают. Поэтому думаю, что тоже примем участие и будем покупать. Каждый герой спрятан в непрозрачный сашет, а потому до последнего момента не знаешь, кто попадется. Элемент сюрприза делает коллекционирование по-настоящему захватывающим. Собрать полную коллекцию очень просто. Получить героя можно за каждые 20 рублей в чеке по специальной цене 49 копеек. А с картой Е+, приобрести сразу 2 сашета по той же стоимости. Также брелоки доступны по акционной цене при покупке товаров участников акции, без привязки к сумме чека или отдельно по полной стоимости в 2 рубля. У меня есть племянники, которые хотят очень брелочки. Они такие мягкие, красивые. И на покупку всего лишь от 20 рублей в чеке. При использовании бонусной карты 2 выдается по акционной цене. Либо еще можно за специальные товароучастники. Вот такие милаши, я думаю, племянникам понравятся. Кроме того, покупая друзей с характером, можно принять участие в рекламной игре. На кону 70 крутых гаджетов, от смартфонов с приставками до беспроводных наушников. Для того, чтобы принять участие в рекламной игре с 15 июня по 5 июля, покупайте героев коллекции «Друзья с характером» с применением на кассе карты Е+. Заполните персональные данные в личном кабинете на сайтах, либо в мобильном приложении Е+, и подтвердите согласие на участие в рекламной игре. Игровые коды начисляются автоматически. Розыгрыш призов состоится 9 июля. Всю подробную информацию, новости и акции ищите на сайте mevropt.by. Алиса Федорцова, Владислав Козлов, телерадиокомпания «Гомель». Гэта і іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працаваў Андрэй Шыдлоўскі. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Михаил Синицын. Здравствуйте.
В Светлогорске возбуждено дело о ложном заявлении об изнасиловании. В милицию обратилась 34-летняя местная жительница. Однако проведенные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия не подтвердили факт преступления. Как выяснилось, женщина накануне обращения в милицию провела время в гостях, где употребляла алкоголь. Возвращаясь домой в состоянии сильного опьянения, она неоднократно падала, что привело к получению телесных повреждений. Супруг же заявил об изнасиловании. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Наказание до 5 лет лишения свободы. В дежурную часть МЧС поступило сообщение о пожаре в городе Калинковичи. Горела квартира в доме по улице 50 лет октября. В результате пожара уничтожено имущество в жилой комнате. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Уважаемые зрители, соблюдайте правила пожарной безопасности. Перед использованием электроприборов изучите инструкцию по их эксплуатации. Не перегружайте электросеть и используйте только исправные электроприборы. МЧС рекомендует установить в каждой жилой комнате своего дома автономный пожарный извещатель, который вовремя предупредит о возникновении пожара. В Гомеле раскрыта еще одна мошенническая схема «Жертва-курьер». В милицию обратился 43-летний житель областного центра. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников Белпочты, выманивали код из СМС. Затем на связь вышла женщина, якобы из отдела кибербезопасности. Она угрожала мужчине, заявив, что с его счета был отправлен перевод преступнику, который находится в розыске. Чтобы избежать уголовного преследования, жертве внушили необходимость задекларировать все сбережения. В итоге мужчина передал приехавшему курьеру почти 40 тысяч рублей. Спустя время сыщики Гомельщины установили личность и задержали посыльного. В тот момент, когда он забирал 26 тысяч рублей у очередной жертвы, 31-летнего жителя областного центра, попавшегося на ту же схему обмана. Задержанный 58-летний житель Будокошелевского района. Ранее он сам стал жертвой мошенников, передав им 37 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что если вам звонят неизвестные и требуют совершить какие-либо финансовые операции, следует немедленно обратиться в милицию. В Рогачевском районе произошло ДТП. В результате травмирован водитель. 39-летний водитель автомобиля «Рено», не пристегнутый ремнем безопасности, двигаясь по автодороге Рогачев-Жлобин со стороны Рогачева, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. С травмами водитель госпитализирован. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я, Михаил Синицын, благодарю вас за внимание. Мозырская «Славия» в субботу сыграет против Ислыча. Игра на стадионе «Юность» начнется в 16:30. Подопечные Ивана Биончика после 11 сыгранных матчей в чемпионате расположились на 9-й строчке в турнирной таблице. В активе 14 набранных баллов. У соперника на 5 больше и 4-я позиция. А в 20:30 прозвучит стартовый свисток в матче Гомель-Днепр. Зелено-белые на Центральном попробуют реабилитироваться за поражение в минувшем туре. Гомель, к слову, всего на 1 балл отстает от призовой тройки, а соперник на данный момент находится в зоне вылета. Белорусский защитник Иван Шатило пополнит состав Гомеля. С игроком достигнуто соглашение о подписании контракта с клубом. В прошедшем сезоне 21-летний воспитанник Гомельской школы хоккея выступал в ВХЛ за Нефтекамский Торос, где провел 47 матчей и отметился 6 результативными баллами. Усилились рыси и в атаке. Карьеру в Гомеле продолжит Глеб Зайцев. 26-летний форвард, уроженец Челябинска. В минувшем сезоне выступал в экстралиге за «Динамо Молодечно», провел 36 матчей и отметился 19 результативными баллами. Зайцев имеет опыт игры в КХЛ, где провел суммарно 60 матчей за Владивостокский «Адмирал» и Челябинский «Трактор». БЧ сравнял счет в серии за бронзовые награды чемпионата Беларуси по мини-футболу. Во втором поединке гомельского дерби железнодорожники переиграли соперников из ВРЗ 3-2. В первой встрече ВРЗ выиграл у БЧ с сухим счетом 2-0. Таким образом, обладатель бронзовых медалей определится в третьем поединке, который состоится в городе над Сожем 21 июня. Гомельчанка Александра Кононова выиграла золото на чемпионате страны по легкой атлетике среди юношей и девушек 2011-2012 годов рождения. Воспитанница с Дюшор-Гомсельмаш стала абсолютной победительницей в одном из самых сложных и изнурительных видов программы – семиборье, набрав внушительную сумму в 4355 очков.